полярность, она и хорошо, и плохо. Надо это понимать. Теперь другой вопрос. Мы видим, что Россия в последнее время стала уже не просто полюсом, она еще вошла в решение многих проблем Евразии и, значит, стала очень мощным силой. И точно так же решение, вот последним Булат правильно сказал, ситуация с Нагорным Карабахом без Турции показала, что Россия, значит, поставила точку, не слушаясь, не считаясь мнением Европы, поставила точку именно в нужный момент, в нужном месте, в нужный час, в нужную минуту даже. То есть ситуация показала то, что нужную минуту даже, понимаете или нет? То есть шахматная партия могла пройти, это был хороший эндшпиль, нужный эндшпиль момент, Россия, значит, все, что случилось, случилось. Хорошо или плохо, тоже история покажет, потому что сейчас я не хочу обсуждать все тонкости этих всех соглашений, хорошо или плохо, но уже прошло больше 2 месяцев, ситуация, да, сперва давайте про тюркский мир. Значит, то, что вы говорите, конструктивность, правильно сказал Булат, что еще в Советской России, СССР, Екатерина, в общем, построила в Москву, Питер дорогу, через кого, чего непонятно, линию нарисовала и все. Линия нарисована и все, без линейки, без ничего. Так вот, эти линии, они действительно играют роль. Но вот выходы все-таки находятся. Видите, нашли карту Советского Союза. Но Армения, которая не была в этом месте, в этом регионе вообще государства, она появилась, государство Армении. Еще был отдан ей только Ереванская область. Понимаете или нет? Ереванский регион. Она постепенно, да, Ереванская. Против не имеет. Она постепенно, значит, остальные территории взяла. И дальше еще продолжала брать. И продолжала. И последние вот эти 30 лет вообще это намного происходит российское. И, значит, техника была куплена Израилем, Турции, тоже показала, что российская техника, значит, то есть отстала. И последнее. Посмотрите, как он выиграл почти в одиночку информационную войну. Он смог на русском языке прекрасно, в отличие от его конкурента, который ни по-армянски, ни по-русски, ни по какому языке, он прекрасно на русском языке выступил на всероссийских и на других каналах. Он прекрасно на английском языке выступил на европейских каналах и встречался с ведущими средствами массовой информации. На прекрасном английском языке он отвечал на вопросы без бумаги, без ничего. И на азербайджанском языке он регулярно проводил открытые выступления. Плюс в этом войне, значит, было здорово все задумано. Интернет был в этот период почти заблокирован в Азербайджане. Средства массовой информации не имели права что угодно вытаскивать. Ни средства массовой информации, ни всякие вот эти социальные сети. Все было официально объявлено через Министерство образования, Министерство обороны. То есть это хороший ход, и именно вот это все вещи должно войти прямо как учебник, вот прямо как методическое пособие. В общем, и, конечно, вот это результат этой 47-й войны, он должен еще отзываться здорово на соседних республиках, и на Дагестане, и Туркмении, и во всех остальных. Теперь, что касается нам нужно всем понять, что Господь, Аллах, в общем, подарил прекрасные и полезные ископаемые именно, посмотрите, арабским и тюркским народам. Посмотрите, огромное количество нефтяных, газовых и других месторождений, как будто вот сверху этот человек, в смысле, божество специально раздарило. Но обратите внимание, сколько лет, сколько веков проходит, но другие народы, англосаксонцы и так далее, хищнически разрабатывают эти месторождения. До сих пор нет хороших специалистов, до сих пор нет хороших технологий. Все, если завтра будет заблокировано, посмотрите, что сейчас творится в Арктике. Россия не может ничего сделать, потому что у нее нет технологий, у нее нет техники. Вот у нас беда, вот, я несколько раз с нашим азербайджанцем спорил, давайте мы сделаем новые выборы, давайте изберем нового президента, он расторгнет этот договор вековой с нефтью, будем сами продавать нефть, да не получится этого. Если кто не знает, вот этот международный контракт, который нефтяной, Азербайджану принадлежит там только 15%, 85% принадлежит иностранным компаниям. То есть это надо понимать. И сейчас ни Алиев, ни другой, ни Путин не решает, в общем, да, больше всего решает ситуацию внутреннюю и внешнюю. BP, это British Petroleum и других компаний. И были бомбежки, обратите внимание, Армения стреляла, значит, по мирным городам Азербайджана, но ни одна
даже не то, что мина или снаряд маленький не попал в транспортный сам узел, вот этот нефтяной провод, газопровод. Потому что это не их собственность, это не собственность Азербайджана. Там 80% нефти, газа течет именно американской, английской компании. Поэтому не смог ни один самый. Это только дурак какой-то, значит, генерал армянский мог просто стрельнуть на эту самую. Поэтому это важный фактор, здесь нельзя его отрицать. Завтра меня изберут президента Азербайджана, я не смогу ничего сделать, потому что 85% это не шутки, понимаете или нет? И контракт продолжен до 49 года, если кто не знает. Он был до 20 года, сейчас он продолжен до 49 года, еще на 25 лет он продолжит, почти на 30. То есть еще они будут рукачивать. Значит, наша задача тюркских народов, если схематично говорить, нам нужно создавать единое государство, невозможно было сейчас делать. Обратите внимание, еще в 1967 году арабские страны, которые, значит, постепенно по одному Израиль всех завоевал, они, видите, создали после этого что? Лига арабских стран. Но там тоже нет нормальной сплоченности. Теоретически эта организация есть, но на самом деле она почти не работоспособна. Она просто собирается и все. Вот схему Лиги арабских стран надо бы здесь сделать. Лига тюркских народов. Еще. Слово государство и народы надо как-то разделять, потому что есть тюркские народы, есть тюркское население, есть тюркские государства, есть тюркский народ, который сам, да, не имеет государства. Поэтому Лига тюркских народов, в общем, что-то надо с этим понимать. То есть схема такая, что вот создание такой, эта структура потом постепенно, может быть, перейдет, в общем, слово «туран» говорить нельзя, слово «единое государство», вот видите, как сейчас наши по телевидению политологи, они все бомбят это слово турецкое единство, «туран». Они слово нельзя это все говорить. Вот так, кратко. Можно я продолжу? Хочу сказать, вот Азербайджан поступил, вот как он поступил. А некогда у нас был такой завоеватель армянский, Хулагу хан. На нас арабы обижаются, что мы там захватили Египет, да, и так далее. Вот Хулагу хан, когда встретился с египетским правителем, он ему сказал: чего ж ты, вот смотри, у тебя железные ворота, а почему ты копии не сделал из этих железных ворот? У тебя там золото полно, почему ты не дал золото своим солдатам, которые тебя должны защищать? Ты себе набирал это, а ты золото не съешь, говорит. Понимаете как? Вот Азербайджан как раз правильно распорядился своими нефтяными доходами, правильно использовал это для укрепления своей мощи. Вот поэтому такая получилась ситуация. Разумно все это. Вот. Но азербайджанская тема очень интересна вообще с этой стороны. Вот я бы считал, что мы ее должны подробнее рассмотреть. Потому что, да, вот, может быть, еще кто-то добавит, а потом еще мы это самое. Да, вот, пожалуйста. Я Александр Ибрагимов. Мы с Гашем Мамедовичем представляем одну организацию, руководитель Московской региональной национально-культурной автономии. Не слышно. Как громче? Можно потише, а? Когда начинает кушать, перестает слышать. Хорошо сказал. Я хочу выразить благодарность. Да, давайте мы сейчас заслушаем, потом немножко сделаем перерыв небольшой для еды, а пока тишина полная. Да. Хочу от имени всех присутствующих поблагодарить вас, Каирбей, Рустам Бey, вас за то, что вы систематически поднимаете такие актуальные вопросы. А вопрос Россия и тюркский мир – это всегда актуально. Потому что очень много представителей Турции. Я хочу сказать, что азербайджанцы тоже очень много делают для сближения тюркского мира в России и во всем мире. Достаточно напомнить нашего академика, почетного ректора Смоленского университета, это Гейдар Иманов, академик. У него даже есть более укрепленная работа «Тюркский и славянский мир». Он уже несколько лет работает над этим проектом. Я думаю, что плюс еще, наверняка тут много присутствующих знают Ибрагим Халила Байлай Оглары, который ездит по всему миру, начиная от Саха, кончая до Венгрии, чтобы объединить вот наших представителей тюркских народов. Опять-таки, границы тут не касается, морально объединить. Вот он как раз работает над проектом
чтобы у нас у всех присутствующих тюркских народов был единый язык. Мы очень приблизились к этому, но, к сожалению, начиная с 2016 года, вот созвать великий курултай тюркских народов пока не удается, потому что мы не готовы к этому. Мне кажется, вот здесь в 2 шагах находится еще институт, турецкий культурный центр, институт Юнус Эмре, знаете, наверное. Вот они тоже этим занимаются. Нам всем надо объединить усилия. Вот для этого можно даже создать специальную конференцию, что ли. Конечно, одной конференции ничего не решит, но многие наши усилия помогут как-то объединиться, сближить наши позиции. Про войну, что можно говорить, я думаю, что это отдельная тема. Это вот, я хочу сказать, что несмотря на то, что была победа убедительная, но без ошибок тоже не было. Вот хочу вкратце сказать, что вообще должны были закончить войну за 12 дней. Не смогли, потому что помещали вот эти телефоны, которые у всех в карманах, у солдатов дали срочку, которые сверхсрочно вызвали на скорую. И некоторые мы азербайджанцы без грехов тоже не. Не все азербайджанцы честные, порядочные, там предателей тоже было, к сожалению. Вот так, вкратце. Спасибо за внимание. А вот здесь, да, скромный подарок, пожалуйста, аккуратно. Здесь хорошая книга, значит, «Азербайджанская жемчужина Турана». Здесь собраны все литературные произведения от Низами и Физули и кончая современным писателем. Это, значит, альбом красивый, в общем, товары, которые производятся в Азербайджане. Эта книга самая «Сказки для детей». С неба упало 3 яблока. Тоже У нас азербайджанский. библиотека азербайджанской литературы целая. И это самое. Да. Здесь журналы ИРС, которые выпускаются, ИРС наследие. Здесь вот собираются, квартально выпускается этот журнал. Здесь О, 2 это номера. интересно, да. Хорошо, да. Здесь культура, история и так далее. Азербайджан тоже отражена. Ага. И это самое. Последний. Ой. Так, это здесь и самое, электронный календарь самый. В этом году в апреле будет 10 лет нашей организации. Региональный законодательная автономия Московской области. На холодильник, календарь. Ну, и здесь значки это самое тоже. Все разное. Ну, это все штабу передаем. Так. Спасибо большое. На ваш холодильник. Да, это на мой. Так, я еще хочу добавить, Гейдар Мамедович Иманов, вот, это ректор Смольного университета, да, у него же есть колоссальная идея, которую он сейчас пробивает, он уже десятки лет этим занимается, это славяно-тюркский университет, понимаете? И эту вот тему как раз, я считаю, что когда он собирается приехать в начале февраля, возможно, мы сможем встретиться с ним, так? Этот человек действительно отдал свою жизнь на это дело, понимаете? Он посетил Турцию, вот ряд там высокопоставленных деятелей, регионов, там турецкий Кипр посетил, кстати говоря, тоже там же университетский центр на Кипре, очень мощный. Там количество студентов примерно соизмеримо с числом жителей. Да, вот, поэтому это колоссальная идея. И вот здесь вот у нас не пришел вот это самое товарищ, вот, Камилджан. Но вот это он тоже этой темой заинтересовался. Он же в комитете по образованию. Вот. Если все это соединить и вот эту идею выложить на Госдуму, это будет подготовка квалифицированных кадров для будущих. Да, это вот как раз мы и предполагали. Вот я все, по-моему, он мне сегодня позвонил, как раз мы с ним разговаривали. Вот. Так что большой всем привет от Гейдара Мамедовича. Я считаю, что этот человек вообще тоже великий по-своему. Вот. Но вот такие вот у нас есть азербайджанцы, кстати говоря. Наша гордость российская на самом деле. Вот. Ну, что еще можно добавить? Так, давайте мы сейчас прервемся немножко, да? Да. Философ, алло. Тишина в студии. Так.
Так, давайте. Так. Итак, я вам продолжим наш разговор. Вот. Карабахская тема еще не закончилась, по-моему. Да, есть чего сказать серьезное. Вот, Ахмед Эфенди, пожалуйста, Сизга. Представьтесь только, Ахмед Эфенди. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры. Так как мы являемся все представителями одного этноса, тюркского этноса, и я благодарен хозяину этого штаба Рустаму Файзиевичу и Гаярбею благодарен за организацию таких мероприятий в таком обширном виде. Это помогает нам как-то вот слить свои идеи, свои как бы возможности, чтобы развить наше тюркское общество в России. Я люблю всегда строить свою речь на ноте критики, потому что хорошее у нас никто не отнимет. Нам надо говорить о проблемах, мы всегда... Я всегда исхожу из озвучивания проблем и порождающих причин этих проблем. Естественно, Гаярбей всегда мне как бы говорит, что много не говоря о прошлом, говоря о будущем, что надо делать. Я хочу, возражая предложению Гаярбея, говорить, что будущее и настоящее построено на прошлом, и будущее тоже основывается на прошлом. И для того, чтобы нам двигаться вперед, заслужить хорошее будущее, нам надо открыто, честно говорить о ошибках, о преступных ошибках нашего прошлого, которые мы в силу своей оплошности и в силу своей там, как бы безграмотности допустили, и сегодня пришли к этим проблемам, которые играют огромную роль, эти проблемы разобщения нашего тюркского общества и в составе России, и за ее пределами. Когда говорят о русский, Россия и тюркский мир, надо говорить в первую очередь Россия и Турция, потому что это двух региональных сверхдержавы решают судьбы этих двух больших этносов, которые населяют эту большую географию. А когда тут озвучили, какие проблемы присутствуют в Дагестане с нашими тюркскими, кумыкскими братьями, что происходит. Об этих проблемах я давно знаю, потому что я имею связь там с Дагестаном, у меня есть друзья кумыки, там они давно нам говорили об этих проблемах. Не зная причин этих проблем, мы никогда не добьемся никакого результата, никаких там, скажем, хороших результатов в отношении развития нашего тюркского общества. Нам надо довести эти проблемы до властимущих в России. Причиной нашего сегодняшнего положения разобщенности и с русским населением России